Здравствуйте, я Елена Баилинова. Какому телевидению отдаете предпочтение сегодня вы? О вкусах не спорят. Время наивного, смешного и в то же время какого-то доброго домашнего телевидения ушло безвозвратно. На нас обрушился настоящий телевизионный шквал рекламы, клипов, боевиков, интригующих новостей и прочего шума и гамма. Телевидение в большей своей части перестало быть предметом борьбы за идеологию. Оно превратилось в еще одну отрасль современного бизнеса. Национальная государственная телерадиовещательная компания Республики Кыргызстан. До последнего слова техники здесь, конечно, еще далеко. Но все-таки есть кадры и есть условия, чтобы охватить своим ежедневным вещанием 4-миллионное население. Государственное телевидение переживает сегодня не лучшие времена. Может, это и хорошо греться под государственным крылом, но уже не так престижно, ибо все государственное сегодня не в моде. Сейчас мы в студии государственного телевидения, но речь наша пойдет о некоторых частных телекомпаниях, которые о себе уже заявили или только собираются это сделать, о тех, для кого телевизионное дело стало своего рода предпринимательством. Это тоже телевидение. Пока без студии, без отдела кадров и даже без эфира. Но здесь полны оптимизма и творческих планов. От государства не зависят и горды своей самостоятельностью. Но это все-таки одна из систем подхода, поэтапного подхода. Это многое зависит от сетки вещания, то, что мы будем показывать. Потому что когда много выбора, люди должны выбирать из чего. То есть одна из главных задач — это планирование, программирование, то есть которое мы должны программировать. И все-таки это большая работа в том, что это анализ, это планирование самой структуры, искать этого заказчика, искать рекламодателя и работать с ним. То есть если ты пришел к рекламодателю, он сказал: извини, у меня сейчас на данный момент нету ни финансов, и я не собираюсь рекламировать. То есть это большая работа рекламных агентов, убеждать людей, что реклама телевизионная необходима. Учредителями Асман ТВ являются лица физические и, конечно, заинтересованные морально и материально. В новое дело уже вложены немалые суммы. Представьте себе, что один только маломощный передатчик, едва ли охватывающий часть Бишкека, стоит, к примеру, где-то $5000. Все познается в сравнении. На Асман ТВ мечтают стать несравненными. Задумано, что это будет принципиально новое телевидение в Кыргызстане, и зритель у него будет избранный особый. Вообще в Бишкеке зарегистрировано около 15 частных телекомпаний. Складывается впечатление, что открыть свое телевизионное дело, имея деньги, не составляет труда. У нас в Кыргызской республике в целом зарегистрировано телерадиокомпании, то есть студии 13, радиокомпании студии 12, телекомпании студии 20. То есть где-то в пределах около 50 телерадиокомпаний у нас прошли официальные регистрации. Они есть по областям и у нас в городе Бишкеке. То есть в целом, на мой взгляд, если достаточно у них, тех, кто хотят организовать телерадиокомпании, достаточно средств и так далее, загвоздка со стороны законодателя, со стороны официальных органов, то есть Министерства юстиции, никаких перепонов у нас не существует. Телекомпанию «Кыргыз-Джер» можно назвать корифеем телевизионного бизнеса. Она была первопроходцем, когда два оператора и редактор, уйдя с ГОСТ-ТВ, в 1991 году основали свое частное предприятие в структуре корпорации «Кыргыз-Джер». Тогда, после распада государственной системы связи, все мы ощущали информационный голод. У «Кыргыз-Джера» были великие планы – создать общественное телевидение. Телевидение – это постоянное вкладывание денег, больших, очень больших денег. И сегодня даже мы, профессиональные работники телевидения, вложили с помощью банков
огромные суммы, и мы не выходим в эфир. Потому что есть еще и другие причины, которые не позволяют, например, сегодня в городе Бишкеке 15 независимым станциям выходить в эфир. Это не очень просто выйти в эфир. Тем более не просто выйти с интересными программами. Ведь сегодня наши все студии, это НБТ, это «Пирамида», это в основном ретрансляционные студии. Они показывают чужие программы. А интересным для местного зрителя будет только то телевидение, которое будет рассказывать о их проблемах, о их жизни. Я думаю, что именно вот мы, взяв направление именно на это, и сможем как-то быть интересными для наших зрителей. В отличие от других образовавшихся телекомпаний, Кыргыз-Джер уже знают и успели полюбить или, наоборот, не взлюбить. Это единственная компания, выходившая в эфир по метровому каналу, на котором мы смотрим программы республиканского телевидения. Единственная и по заключенному и действующему договору с РПО, Республиканским производственным объединением радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания. Частные телерадиокомпании, которые имеют лицензии и которые имеют право, значит, выходить в эфир, к нам приходят заключать договора, когда мы им называем наши условия, цены. Это почему-то многих не устраивает. Они считают, что это дорого. И они пытаются сейчас для вещания своей программы создать свой центр. С чего начинали, на «Пирамиде» вспоминают теперь неохотно. Давно это было. Вышли в эфир в 1991 году. Стартовый капитал 3 миллиона российских рублей кредитом. Тоже были первыми. Но в отличие от Кыргыз-Джера, все силы сразу бросили на развитие собственного городского канала и не просчитались. Реклама, поздравления, газета позволяли держаться на плаву. Постепенно «Пирамида» превратилась в любимицу бишкекчан. Местное телевидение было вытеснено на второй план. От «Пирамиды» городской и пригородный зритель получал все, что как раз на тот момент желал. Заграничное кино с детективами, боевиками, мелодрамами для домохозяек и много-много музыки. И правду говорят, что народу необходимо больше хлеба и зрелищ. Было время, когда еще 2 года, 3 года назад приходили, как делать там телевидение, там все они думают, что это очень просто. Я открыто вот показывал, какие аппаратуры покупать надо, как организовывать дело, там что-то не идет. Один товарищ меня спрашивает, почему, говорит, мы взяли аппаратуру, взяли, передатчик там купили, там то все вроде, почему у нас не идет? Потому что, говорю, ты занимаешься одним делом. Каждый человек должен заниматься своим делом. Если мы начали 5 лет назад заниматься этим делом, значит мы полностью занимаемся этим делом. Если мы завтра начинаем заниматься туризмом, там, если мы завтра начинаем заниматься строительством, тогда, значит, где-то ущербность будет. Поэтому вы занимаетесь своим делом. Вот это дело и надо близко довести. Еще раз повторюсь, что о вкусах не спорят. Многие называли ее пиратской и вообще без царя в голове. Плохо это или хорошо, но первый урожай был собран именно здесь. И сегодня «Пирамиде» нет равных и в популярности, и в стабильности финансового положения. Эту телерадиокомпанию я бы назвала эдаким монстром в телебизнесе. У нас разрабатывается второй части Гражданского кодекса. Там прямо будут предусмотрены интеллектуальные собственности. В развитии этих норм у нас будет в Кыргызской Республике принято в будущем специальный закон. То есть закон о праве на авторство, там право на смежных правах, право артистов-исполнителей и так далее. И в таком случае, такого пиратства, которое у нас существует в Кыргызской Республике, такого не будет, понимаете? То есть знак обслуживания, товарные знаки, там право на авторство будет очень строго будет слежен-то, будет следить, и будет специальные, наверное, органы будут этим заниматься. Ну, в современных условиях
телевидение, особенно вот в нашей республике, зарегистрированные и в будущем, которые будут работать телерадиокомпании, не должны основываться в своей деятельности чужих материалов без согласия на то собственника. Это один из признаков правового цивилизованного государства. В Бишкеке 13 часов и 35 минут, друзья. То, что вы слышите, скорее всего, является круглосуточной радиостанцией «Пирамида». В Бишкеке знают, что «Пирамида» — это не только телевидение, но и радио, а также звукозаписывающая студия, рекламно-коммерческий центр с многочисленными магазинчиками и киосками, газета, типография. Я уже когда беру работу на работу, ребят, в основном вы замечаете, наверное, это непрофессионалы, 20-летние, 19-летние ребята, которые ходят сюда просто без зарплаты, без ничего, вот, ходит полгода, год ходит без зарплаты. Вот смотришь, уже старается человек, вникает во что-то там. И вот тогда я беру на работу. И их отправляю. Почти всех я на учебу отправил. Почти все прошли курс обучения по телевидению, в общем-то. В Останкино там ряд товарищей были, в Америке проучились, в Англии, в Германии там. Обычно приглашение приходит на мое имя, в общем-то, чтобы я приехал там обучить. Зачем мне ехать? Вот, пусть молодые там обучаются. И еще об одном частном телевидении хотелось бы успеть вам рассказать. Его замысловатое название состоит из заглавных букв ТВ-6, НБТ плюс Алмаз ТВ. Последние, правда, как-то сами собой отпали. От Алмаза ТВ осталась лишь арендованная частота. Здесь, в свободной экономической зоне, где обосновалось независимое бишкекское телевидение, и дышится как-то легко и свободно. Когда мы начинали открывать телевидение, у нас в городе был, мягко говоря, информационный голод. То есть Останкино показывало только вечером. «Пирамида» днем тоже не показывала. Киргизское телевидение показывало тоже вечером. Ну вот мы так посчитали, что человеку телевидение нужно для того, чтобы отдохнуть, черпать какую-то информацию практически круглосуточно. Сейчас мы обеспечиваем эфир с 8 утра до 2-3 часов ночи. Ну, после нашего начинания так вот случилось, что и Останкино вышло, и «Пирамида» начала работать большое время. У нас был небольшой начальный капитал, мы подписали договор с ТВ-6 о полной трансляции их программ. И после этого уже начали обеспечивать техническую нашу базу. Вся работа НБТ пока сводится к тому, чтобы принимаемый сигнал был качественным, а тех, кто любит и смотрит у нас в Бишкеке московское ТВ-6, становилось с каждым днем все больше и больше. Не пожалейте 130 сомов и считайте, что ТВ-6 НБТ у вас в кармане. Борьба за рекламодателя здесь уже началась. Секунда рекламы стоит от 6 до 8 сомов. Это относительно дешево и доступно. Тем более, что ТВ-6 взамен почти ничего не просит. У них своя борьба за сферы влияния. Вы заметили, что в основном все частные телекомпании, о которых говорилось, вещают только на Бишкек и малый радиус его пригородной зоны. Цель-ави – такова жизнь. Каждый, кто столкнулся с этой проблемой, однозначно решил для себя не зависеть от государства. Купить одну тарелку, 1-3 передатчика, установить 1-2 башенки и дело в шляпе. Почему? Когда в РПО называют сумму 1 часа вещания на Первом канале 82 сома, она поначалу никого не пугает. Но если ее помножить на все ретрансляционные точки, в том числе высокогорные, а их в республике около 70, то стоимость часа вещания влетает в копеечку. Можно вложить деньги и сделать свой независимый центр, но этим компаниям обойдется очень дорого, потому что они должны начинать все с нуля. И, тем не менее, если они хотят серьезно охватить население и серьезно, чтобы на них относились как телерадиокомпании, они должен мощный свой центр. Вот у нас этот центр создавался годами, у нас очень мощный техническая база, очень у нас, например, большие возможности именно в техническом отношении и в отношении специалистов. И мы готовы со всеми коммерческими и частными компаниями заключать договора.
взаимоприемлемых условиях. Чтобы сейчас создать хорошее телевидение, этим заниматься только профессионально и не жалеть денег. А которые многочисленные станции, которые сейчас создаются и пытаются создать, останутся в таком же зачаточном состоянии. Как известно, у нас существует три власти – законодательная, исполнительная и судебная. Телевидение и средства массовой информации справедливо считают властью четвертой. Оно формирует человеческое сознание, мы невольно становимся его отражением. И важно, каким отражением – правильным или искаженным. Формирование вкуса, пристрастий, культуры поведения у наших людей – непростая задача для общества. Если телевидение – бизнес, то бизнес предполагает зарабатывание прибыли. Как заработать ее на телевидении? Изобретать велосипед здесь не приходится. Реклама является единственным способом зарабатывания денег для телевизионного бизнеса. Это подтверждает мировая практика. Вот в рекламном поле нашей столицы, в городе Бишкеке, может существовать определенное количество станций. Ну, я думаю, что это где-то порядка 5-6 станций сегодня могли бы сносно существовать на даже нынешне существующем рекламном поле. Как зарабатывать деньги на телевизионном нише, да? А наш рынок просто, мне кажется, не выдержит. Просто-напросто вот лет через 5 пройдет, останется одна крупная компания, которая сожрет всех остальных. И здесь, я думаю, единственная конкуренция и единственная борьба среди частных каналов, это будет именно борьба за качество. А тут уже, как говорится, хозяин-барин. Если мы даем хорошую продукцию, то к нам придет тот же заказчик. В настоящее время у нас надежда одна на рекламодателей. Мы снизили цены практически на рекламу до их себестоимости. И ждем, конечно, когда рекламодатель пойдет к нам. Что касается рынка рекламы, на который делают свои ставки господа телевизионщики, то лично я смотрю на это дело без оптимизма. Республиканская экономика сегодня явно буксует, за счет чего расширяться предполагаемому рынку. Но это лично мои сомнения. А по правде говоря, я за конкуренцию. От этого будет лучше нам, вам, всем. До свидания.